История героя нашего первого сюжета не оставит равнодушным никого. 8-месячного Юсуфа Ханакиева доставили в реанимационное отделение ДРКБ с ожогами тела, но лишь спустя несколько дней после несчастного случая. Вместо того, чтобы сразу же обратиться за квалифицированной медицинской помощью, родители решили прибегнуть к народной медицине, и на протяжении недели ребенка якобы лечили в домашних условиях, что еще больше усугубило состояние мальчика. Последствия не заставили себя ждать. Теперь из-за халатности родителей маленькому Юсуфу предстоит хирургическое вмешательство. Подробности в репортаже Мадины Пугоевой. Спина и обе нижние конечности, 40% тела этого мальчика покрыто ожогами. Для маленького Юсуфа это шок и физический, и моральный. Постоянные перевязки и непрекращающиеся боли. В таком состоянии в отделении реанимации ДРКБ он уже провел больше 2 недель. Тому причиной электрический чайник, свежий кипяток и халатность родителей. Я только вышла с банана, я только вышла, на минутку этого ребенка, центр внимания, оказывать 8-месячному мальчику первую медицинскую помощь родители не стали. Бабушка предложила ограничиться различными мазями. Впрочем, на этом легкомыслие родственников пострадавшего ребенка не закончилось. Больше недели маленького Юсуфа лечили народными средствами. Благодаря стараниям знахаря раны оказались сильно инфицированы. То, что они помазали, примерно тот же желток, там белок, что они там добавляют, эти бабушки, мы не знаем. И чем обусловлена эта инфекция, нет. Сейчас на данный момент был взят мазок из раны и посев на... У нас высеялся золотистый стафилококк, то есть и бактерии, и все, что можно, все там было у нас. Лечили, так сказать, очень сильными антибиотиками. Сейчас на данный момент стабильны, с положительной динамикой. Сегодня будет переведен в отделение детской хирургии, будем заниматься им дальше. Чтобы вывести ребенка из шокового состояния, медикам пришлось немало потрудиться. В первую очередь его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Если бы дыхание мальчика не ухудшилось, возможно, в больнице он оказался бы намного позже. Услугами народных целителей после этого Хадишат уже вряд ли воспользуется. Как она говорит, Вера, с 2000 за один сеанс, да? 1000 рублей. Просто я хотела придумать, если я дурочкой была, посоветую этим людям, что в первую очередь детский больница работает. Она мне говорит, да, хайбизм были, грозный, хайбизм были, где хамам да. Маленькому Юсуфу предстоит пройти долгий курс лечения, но для начала ингушским врачам необходимо провести хирургическое вмешательство. Однако бабушка и мать ребенка категорически против и даже настаивают на том, чтобы им выделили квоту на иногороднее лечение. Но сейчас ребенка надо вытащить из этого ситуации. Они же вывезли из этого ситуации. Они ждут, пока вы дадите разрешение на операцию. А мы не хотим операции. Да, пишите расписку. А кот хада распись проблем. Вы просто пишите расписку о том, что вы отказываете, чтобы вашего ребенка оперировали тут. Они уже направляют вашего ребенка. В компетентности врачей, стабилизировавших состояние маленького пациента, родители сомневаются. И это с учетом того, что они сами же проявили халатность по отношению к мальчику дважды. Сначала не досмотрев за ним должным образом, а после отказавшись от оказания первой медицинской помощи в больнице. Аналогичная ситуация произошла в ДРКБ накануне. Итог неутешительный. Ребенок 1 год и 2 месяца поступил с кишечной инфекцией, и у ребенка был летальный исход. И я видела, конечно, эту страшную картину, когда ребенок умер, прям, можно сказать, на наших глазах. Естественно, опять же, это я не могу сказать, чья это вина. Если бы изначально этого ребенка привезли бы в больницу и кишечную инфекцию лечили бы как бы изначально, как это положено, я думаю, что летального исхода у этого ребенка не было. Так или иначе, наказание за свою халатность родители мальчика должны понести. Определять, какое именно, будут органы опеки и попечительства. Этот вопрос рассмотрен на заседании, и родители будут привлечены к административной ответственности. Это замечание, это штраф, в зависимости от того, какое решение вынесет комиссия, в зависимости от степени содеянного, так сказать. Произошедшее без сомнений скажется на здоровье и моральном состоянии мальчика. Будут ли после этого осторожнее его родители и бабушка, неизвестно. Тем более, что в семье Ханакиевых подобная ожоговая травма уже была. Мадина Пугоева, Рамазан Миржоев, Новости 24.